Мир вам, братья и сестры! Очередной якутский нож сделали. Покажу, вот в ножнах сидит плотно, сам не выпрыгивает. Надо, если вынуть, пальцем опираетесь и одной рукой можно вынуть. Лезвием вверх, как якутскому ежу, ножу положено. Ну, сейчас вот проверим его сразу. Тут у нас вот щель сделала такое испытание. Вот вставляем сюда нож. Не погнулся, не сломался. С Божьей помощью. Стою всем весом 85 килограмм примерно вешу. Ну, где-то 80-85. Полный рост покажи. Немножко опираясь на... В общем, примерно так. Так. Тут рог лося. Транспортерная лента. Вот такие вот кусочки отрезает. Это деревяшка. Можно как следует стагануть, можно тоненькие ужечки снимать. Ну и вот такие вот вещи тоже удобно. Мне, правда, лучше, конечно, тесак зажать. Но все-таки вот что-то, например, вот так вот срезать, по центру надо углубиться. Тоже вот можно, геометрия позволяет. Так, далее хвостик. Чтобы показать, как волос срезает. Видно, да? Кожа. И по газетке покажу. Двумя пальчиками держу. Немножко ветер мешает. Но, тем не менее, видно примерно, как режет. Значит, уже. Так вот. Ножны из можжевельника. Клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. Обтянуты кожей без швов. Это хвост крупного рогатого скота. Растительного дубления. Подвес вот сыромятный, сам мял все это. Очень долго мнется, очень полдня примерно. Вот, и хотел еще показать уход за ним. То есть, если затупится рано или поздно, это вот я самую мелкую сейчас наждачку беру, потому что нож уже заточен. Если сильно затупится, значит покрупнее наждачку берете, потом на медленную, то есть на мелкую переходите постепенно. То есть меняете наждачку по плоскости. Ну, желательно это делать на какой-либо поверхности, чтобы не порезать себе руку. Потому что бывает, когда вот так вот сворачивается и обратном пути, короче, вот втыкается в руку. Потом вот немножко заусенчики снять. Можно об кожу ножен также подводить. Вот, и
Это вот такие штучки продаю, баллистол, тут 100 грамм, только домашний, то есть аналог. Это вот, значит, смазываете клиночек. Ну, когда вот, допустим, перед тем, как в ножны сунуть, просто пальчиками вот так вот хотя бы даже протерли, если никакой тряпки нет под рукой. И тогда он не будет ржаветь, потому что снизу ножен имеется отверстие для вентиляции клинка. Вот, можно и дерево тоже этой же мазью смазывать, смазкой. Оружие, обувь можно. Тоже, видите, вот как блестит. Она как водоотталкивающими свойствами хорошими имеет. И ножны тоже вот ей же смазываю. Еще такой момент, вот раздувать можно в костер хорошо через ножны. Такое получается направление воздуха хорошее. Вот, в общем, всего самого доброго. До свидания.